Сегодня, в День государственности республики, послушайте рассказ о Василии Андреевиче Протодиаконове. Василий Андреевич Протодиаконов, советский государственный деятель, занимал очень высокие посты. На этом слайде вы ознакомитесь с его короткой биографией. На фотографиях с молодых лет тоже мы все собираем, поскольку Василий Андреевич был не только одним из руководителей республики, но еще был писателем и первым заведующим нашим литературным музеем имени Платона Алексеевича Аюнского. Он стал писать с 1932 года, и в 1939 году вышла его первая книга. Очень крепко, хорошо дружил с писателями. На этой фотографии вы видите его с писателями, когда к нам приезжал в Якутию Александр Твардовский. Здесь вы видите его скульптором Прокопием Ивановичем Добрыниным. Он жил в Москве, а сам уроженец нашего города Якутска. Если побываете в Москве, в ВДНХ, с гордостью посмотрите на фонтан «Золотой колос». Это творение нашего земляка. С легендарным Ильей Егоровичем Винокуровым Василий Андреевич работали многие годы, очень уважительно относились друг к другу, много раз ездили в Москву решать проблемы республики и, само собой, разумеется, и на съезды. В 1968 году, когда он уже вышел на пенсию и решил заняться только творческой работой, его попросили занять пост заведующего литературным музеем имени Платона Алексеевича Аюнского. Василий Андреевич – лауреат Государственной премии ЯССР имени Аюнского, литературной премии имени Эрлика Эристина. Это заслуженные его награды. Василий Андреевич вложил очень большой вклад в возрождение и увековечение имени Платона Алексеевича. Он же был председателем комиссии по изданию сочинений Платона Алексеевича Аюнского. На этой фотографии вы видите наш музей в начале 70-х годов прошлого века. Мемориальный дом Платона Алексеевича Могол-Урага и копия юрты, в которой родился и вырос Платон Алексеевич. Это первый музейный комплекс под открытым небом. Василий Андреевич очень много писал, чтобы у нас вот такой комплекс был создан. Вместе с Союзом писателей они добились того, что действительно нам построили вот и Урасу, и юрту, и в этих зданиях хранились и серебряные украшения, берестяная, деревянная утварь, одежда якутская. И все считали, что те гости столицы и вообще Якутии, они ознакомиться с народным творчеством, с народным искусством именно в литературном музее имени Платона Алексеевича Аюнского. Так оно и было. О чем свидетельствуют книги отзывов нашего музея. Очень частой гостьей была Сардана Платоновна Аюнская. Делилась воспоминаниями, если находила что-то, какую-то фотографию, какие-то документы она приносила в наш музей, встречалась с писателями, со школьниками в мемориальном доме Платона Алексеевича Аюнского. Конечно, вспоминала вот счастливые годы детства, когда она жила там с мамой, с папой, сестрами. Накануне открытия нашего музея, то есть где-то в 1969 году, Василий Андреевич вместе с Сороном Амалоном, нашим народным писателем, объездили районы. Они собирали экспонаты для музея. Легенду каждого экспоната Василий Андреевич хорошо знал, и когда приезжали гости, заходили посетители, он с большим удовольствием сам вел замечательные экскурсии. В нашем музее
В одном из залов стенды были посвящены творчеству артистов драматического театра, исполнивших роли Валанхон Ургунбатур, Стремительный. Это очень хорошее начало было, мы это поддерживаем. И все артисты и тогда, и в течение более 50 лет они к нам приходят на наши мероприятия, делятся и воспоминаниями. Проект «Дружба народов, дружба литератур». Вот этот проект был разработан тоже с самых первых дней открытия нашего музея, то есть более 50 лет этот проект работает. И о том, что у нас есть такой проект, что он работает, знают и в России, и в республиках бывшего Советского Союза. И мы тоже очень гордимся этим. Вот Василий Андреевич ведет экскурсию для гостей музея. Когда музею было 5 лет, первый юбилей, была издана первая брошюра о музее. И, конечно, написал Василий Андреевич сам. Это 1975 год. У нас проходили субботники. 22 апреля, в день коммунистического субботника, в музее собирались писатели и стар, и млад. Помогали убирать наш двор. Это своего рода такое негласное собрание писателей, можно сказать. Приходили аксакалы, делились своими воспоминаниями. Ветераны нашего музея очень тепло отзываются об этих субботниках. Василий Андреевич, как видите на фотографии, он никогда чурался вот такой работы. И в фильмах документальных сохранилось, как он и снег чистит, и со всеми таскает разные тяжести. Новое здание нашего музея введено в эксплуатацию 10 сентября 1981 года. С этим зданием тоже связано имя Василия Андреевича. Сколько он просил, писал, доказывал, что такое здание обязательно нужно построить. И здание и тогда, и теперь по своей архитектуре очень отличается от других зданий в городе. Все школьники, наверное, города приходили к нам на экскурсии. Василию Андреевичу очень нравилось встречаться с ними. Он рассказывал им и историю музея, и о каждом писателе. Наш музей имел и буклеты, и пригласительные билеты. Даже билеты специально отпечатанные были для почетных гостей музея. И значки к юбилею музея тоже были созданы. Это все инициатива Василия Андреевича. Вот так выглядело наше главное здание. Сотрудники музея вместе с Василием Андреевичем ставили спектакли, шили костюмы. Василий Андреевич исполнял роли. Сохранились такие вот фотографии, это после спектакля. Никто не стоял на стороне, все участвовали. Это тоже вот замечательная история нашего музея. А в коллективе работали тоже уникальные люди, учителя, народные мастера, известные люди работали и преданы нашему музею сотрудники. Есть люди, которые почти всю жизнь отдавшие вот работе музея. Мы очень благодарны за то, что Василий Андреевич издал вот эту книгу воспоминаний, таких дорожных заметок «Олох Даланыгар» на стремление жизни. Это, можно сказать, эта книга для нас как бы и путеводитель, и эта книга помогает и в атрибуции экспонатов нашего музея. Замечательная книга. Мы даже по этой книге изучаем биографию и руководителей республики, и писателей, само собой, и таких знаковых, замечательных людей, приезжавших в Якутию. Приходите в наш музей. О Василии Андреевиче можно рассказывать бесконечно. Архив он сдал семейный.
Не весь, конечно, часть, и мы каждую фотографию, каждую рукопись его очень бережно храним. Добро пожаловать в наш музей!